Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня у нас продолжение. Рассказываем о спасении 13 бурятских собак. Детки в клетке. Что у нас с глазиком? Что у нас с глазиком там? Там тоже есть такой глаз. Кто ты мухорёси там здесь? Мальчик, худенький, да? Сейчас выйдешь, хулиган. Сейчас. Сейчас, все, не плачь. Не плачь, сейчас. Сейчас я тебя... Дуй. Девочка, ты девочка, ласковая девочка. Кокетничай. Да. Вот. Не истощенная, как предыдущий. Ну, более-менее, видишь. Большой мальчик. Так. Да. Хочу дать им небольшую характеристику. Собаки, конечно же, приехали измученные и жизнью в том аду, из которого их спасали, и 4-дневной дорогой в клетках, и жизнью вообще. Им надо время, чтобы прийти в себя, чтобы поверить, что приехали сюда не для битья, что человек больше не обидит. Поверить, что теперь будут всегда сытыми. Характер у всех замечательный. Тихие, молчаливые, кроткие. Пока наблюдаем за ними, а они наблюдают за людьми, которые за ними ухаживают. Пойдем. Что-то он ходить, да, не хочет? Не, ходит. Девочка. На ручках сразу, да? Вот так хорошо. Худенькая девочка. На ручках хорошо, да? Мальчик. Очень рвался наружу. Мальчик-скелет. Обижали. Не разрешай ему это подбирать. Ай-яй-яй, что у тебя с моськой? Весь его поцарапал Лицо. кто-то. Кто-то поцарапал. Поцарапал. И глазик здесь тоже, да? Да. Так он вся морда, ухо. И ухо тут. Очень худой. Мальчик. Ну такое можешь сделать с этой собакой. Собакой. А тоже парень или девка? Ну в основном пацаны. Да, я посмотрела. Молодец. Воды там дайте им сразу. Потому что они Еды, там воды, конечно. аж это, грязную подлизывают. Удавку дайте. Испугался, что ли? Испугалась собака. Собака боится. Не бойся. Очень он щерится. Молодец. Все. Парень худющий. Парень боится. Молодец. Все, пойдем гулять. Пойдешь? Молодец. Привет. И под машину, правильно. Выделили им пока 2 комнаты. Стараются к ним чаще заходить, разговаривать. И они с удовольствием откликаются, машут хвостами, идут на контакт, тянут мордашки и подставляют себя для поглаживаний с замиранием сердца. Первую ночь провели с людьми в объятиях, старались подарить им больше тактильных прикосновений, ласки рук и 4-разовое питание с интервалами.
как же они хотят есть. Тяжело на все это смотреть. Еще тяжелее от мысли о предстоящей работе по ним и мысли, как жить дальше, как выживать и где найти средства на их жизнь. Эти мысли меня не покидают ни на час. Представляю, как в мой адрес летят тапки. Но я не могла отказаться от затеи спасти, раз уж заказала их в тот период, когда началась первая официальная эвтаназия. Это люди могут предавать своих же, а я не могла предать. Видео. Вот очень хотел съесть Андрея. Давай. Как ты меня будешь? Как ты будешь меня грызть? Покажи, как ты будешь грызть. Давай, страшно, как ты будешь грызть. Давай. Вот так. Вот так. Вот так Вот за так лицо. И вот так. Вот так, прям за лицо сильно. Вот этот меня еще смущает, товарищ. Что, товарищ, ты меня смущаешь? Глазки мы помыли. Глазки получше. Сейчас я тебя сниму. Смотри, как он хочет меня содрать. Ну и слезки. Да, вот так скажи, я всех съем. Как ты будешь кушать? Давай, показывай. Расскажи, отстань. Вот с корня. Он камеру видит, все, он никого не хочет кушать. Камеры нет, вот страшный зверь. Вот он, страшный вот зверь. Еще, пап, вот еще страшный зверь. Это кто-то его сильно побил. Да, он ничего, все это пройдет. В очень плохом состоянии.
Да, у него губа погрызанная. Челюсть. Да, что-то с челюстью. Откроешь? Что, мой хороший, тебя погрызли? Глаз и челюсть вон. Из носа что-то. А еще, друзья, среди 13 бедолаг есть совсем плохонький дедок. Я не выбирала собак себе, такой возможности не было. Отправили то, что отправили. По приезду в Москву вот этот скромный, измученный черный песик совсем не стоял на ногах. Его ноги подкашивались, его заносило, а в клетке он лежал как мертвый. Думали, что умер. И даже такой есть теперь у меня. От еды отказывался, стоять было тяжело, все больше лежал. В ночи поехали с ним в клинику. Обследование, анализы, да, возраст. Возраст и болячки, и проблемы во рту, и с носом, застарелый перелом носа, и выемка костей носа сказывались на его дыхании. В каком состоянии? А что у него с глазами? А вообще трудец. Я даже, вот видите, не Да снимаю. тебя вот вытащу туда тогда, там Ну больше. попробуйте, я не пойму. Да. Есть ошейник, да? Да, ну хлипкий, я поменяю его вчера. Очень старенький просто, это из Бурятии. Все надо, ну. Далеко не надо таскать. Ну, зачем? хорошо, вот сюда, на свет. Бедный ребенок ничего не понимает. Такая жизнь скотская была у него. Ну-ка, а тут как? Ну да. Малыш, ну покажи. Ой, 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 что с глазом? Ой, Ну я поэтому и просил вас ой, 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 ой. Малыш, не обрабатывать. все, надо быстрее, скажи, обработать, чтобы было легче. Так, покажи мне. А челюсть посмотрите. Челюсть. Да, там лет 150 лет. И сколько проживет малыш? Откройте дверь. Сейчас. Давай. Сейчас ты пойдешь. И вот эту бирку, Оставайся конечно, тебя. надо бы Иди. снять. Иди давай. Иди. Все. А так-то хороший, красивый, собачка. черный. Он настолько устал, он вырубился вообще у меня в клетке. Да. Я думал, он умер, аж так испугался. Ой-ой-ой, бедный, Вот он в бедный. таком... Ну, в ветклинике. Кличка Дедок. Сейчас будем осматривать. Проблемы с зубами и воспаление десен также вызывает стоматит, лейкоцитоз. Конечно же, показатели крови не могут быть хорошими. Сладж в желчном пузыре, гастрит и так далее. Обследовать можно долго и дорого, но нет такой возможности, когда на тебе ответственность за сотни жизней. И вот моя задача – реанимировать его, поставить на ноги, создать условия для приемлемой жизни в старости, чтобы еще пожил и почувствовал хорошее к себе отношение. И, как видите, через пару дней, принимая терапию в стационаре, наш дедок ожил. Он начал есть, смог выходить на улицу, не шатаясь и не падая. Появились силы, ушел гной из глаз. Хочу, чтобы он пожил. Друзья, я очень вас прошу, помогите бурятским. Поверьте, они не хуже, они тоже хотят жить. Очень мало людей откликнулись на финкураторство. Не вытяну я их одна, а разовая помощь не спасет. Разовая – это только на месяц. Через месяц о них забудут. Мне очень нужна ваша финансовая поддержка. Пожалуйста, поддержите этих несчастных бурятских бедолаг. Очень, очень вас прошу, напишите мне на WhatsApp, кто готов на финкураторство.